Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые гости республиканского конкурса чтецов СЯСЯ. На сегодняшнем конкурсе будет следующий состав жюри. Наиль Асхатович Гаетбаев, Ирина Анатольевна Бондарева, Илюзия Ириковна Капкаева, Анвар Абубакирович Нурмухаметов, Александр Владимирович Кузьменко. Добрый путь. Конкурс. Мы, как учредители этого конкурса, ставили перед собой задачу возродить лучшие традиции сценической речи, возродить любовь к слову. Как говорил Александр Иванович Герцен, где еще не погибло слово, там и дело не погибнет. Имеется в виду в данном случае наше общее дело, театральное. За городом вырос пустынный квартал на почве болотной и зыбкой. Там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой. Напрасный день светозарный вставал над этим пустынным болотом. Его обитатель свой день посвящал вину и усердным работам. Когда напивались, то в дружбе клялись, болтали цинично и пряно. Под утро их рвало, потом, запершись, работали тупо и рьяно. Потом вылезали из будок, как псы, смотрели, как море горело, и золотом каждой прохожей косы пленялись сознанием дела. Так жили поэты, читатели, друг. Ты думаешь, может быть хуже твоих ежедневных бессильных потуг, твоей обывательской лужи? Нет, милый читатель, мой критик слепой, по крайности есть у поэта и косы, и тучки, и век золотой. Тебе ж недоступно все это. Ты будешь доволен собой и женой, своей конституцией куцей. А вот у поэта всемирный запой, и мало ему конституции. Пускай я умру под забором, как пес, пусть жизнь меня в землю втоптала, я верю, то Бог меня снегом занес, то вьюга меня целовала. Во сне, сквозь шум темных крыльев, я услыхал стук в дверь, стук судьбы. Передо мной стояла большая фигура очень высокого человека в фетровой шляпе. И я услышал слова, сказанные знакомым голосом, баритональным басом, который как бы мягко сходил на низы. Вы рады? Он мог бы и не спрашивать. Конечно, я был рад. Он вошел в комнату, уже слегка тронутую приближающимися сумерками, поставил палку в угол, а шляпу повесил на пуговку самой верхней полки шведского книжного шкафа. Потом он спросил традиционное: «Как живете, Караси?» «Ничего себе, мерси», — ответил я столь же традиционно. «Катаич, вот вы южанин. Скажите, как вы переносите север? Часто простужаетесь?» «Непрерывно, и я то же самое». До сих пор не могу привыкнуть к этому паршивому климату. Апрель называется. Разве это апрель? Гибну, как обезьяна, привезенная с тропиков. Вот иду я, заморский страус. Я не твой, снеговая уродина. Глубже в перья душа уложись, и иная окажется родина. Вижу, выжжена южная жизнь. Остров зноя в пальмы овазился, ржут этажи, улицы пялятся, обдают водой холода. Весь истыканный в дымы и в пальцы переваливаю года. Что ж, бери меня хваткой мерзкой, бритвой ветра перья обрей, пусть исчезну, чужой и заморский, под неистовство всех декабрей. Впервые я вдруг понял, как ему трудно переваливать года. Но мне вдруг представился другой Маяковский. Нищий мальчишка, мечтающий о вечной, единственной и неповторимой любви. В этой теме и личной, и мелкой, перепетой не раз и не пять. Я кружил поэтической белкой и хочу кружиться опять. Эта тема сейчас и молитвы у Будды, и у негра вострит на хозяев нож. Если Марс и на нем хоть один сердцелюдый, то и он сейчас скрипит протош. Это хитрая тема, нырнет под события в тайниках инстинктов, готовясь к прыжку, и как будто ерясь посмели забыть ее, затрясет, посыпятся души из шкур. У взрослых дела, в рублях карманы. Любить, пожалуйста, рубликов за 100,
А я бездомный, ручища в рваный карман засунул и шлялся глазастый. Ночь, надеваете лучшее платье, душой отдыхаете на женах, на вдовах. Меня Москва душила в объятиях кольцом своих бесконечных садовых. В сердцах в часишки любовницы тикают, в восторге партнера любовного ложа. Столиц сердцебиенье дикое ловил я страстною площадью лежа. Враспашку сердце почти что снаружи себя открываю и солнцу, и лужи. Входите страстями, любовыми власти. Отныне я сердцем править не властен. У прочих знаю сердце дом я, оно в груди любому известно, но мне же с ума сошла анатомия. Сплошное сердце гудит повсеместно. О, сколько их, одних только весен, за 20 лет в распаленного валена. Их груз нерастраченный просто не сносен. Не сносен не так для стиха, а буквально. Сначала вы всех любите, и вас все любят, и все идет хорошо. А потом вас все любят, кроме одной, которую вы любите. И так всегда. Женщину я путываю в трогательный роман. Просто на прохожего гляжу ли, каждый опасливо придерживает карман. Смешные с нищих, что с них жулить? Слушайте ж, все, чем владеет моя душа, а ее богатство подите смерти. Великолепие, что в вечность украсит мой шаг. И само мое бессмертие, которое, громыхая по всем векам, колено преклоненных соберет мировое вече. Все это хотите? Сейчас отдам. За одно только слово. Ласковое, человечье. 4 тяжелые, как удар. Кесарю Кесарева, Богу Богова. А такому, как я, ткнуться куда? Где для меня уготовано логово? Пройду любовищу мою волоча, в какой ночи бредовой, недужной, какими голиафами я зачат, такой большой и такой ненужный. Сумерки продолжались. Маяковский проницательно посмотрел на меня и улыбнулся половиной лица. Катаич, у меня сложилось такое впечатление, что у вас назначено свидание. Вам надо, сломя голову, мчаться, чтобы не опоздать, а вы стесняетесь мне сказать об этом. Он поощрительно кивнул мне головой. Я, оставив Маяковского одного в своей комнате, спустился на улицу и, мобилизовав все виды транспорта, слетал туда и обратно, извинился, отменил, перенес, обнял, поцеловал, и, вернувшись минут через 40, застал его в той же позе около посиневшего окна. «Простите», — сказал я. «Фазанов не достали?» – деловито спросил он. «Фазанов не достал. Я вам что, никогда не рассказывал?» «Про что? Про фазанов?» «Нет. Много потеряли. Из эпохи моей голодной юности. Семизнакомая система, семипольная. То есть завел 7 обедающих знакомств. В воскресенье ем Чуковского, в понедельник Блока, во вторник Евреинова и так далее. Так вот о Евреинове. Вы знаете, что такое Евреинов? Нет, вы не знаете, что такое Евреинов. Известнейший в свое время режиссер, сноб, теоретик, создатель знаменитого театра для себя. Барин, дворянин, любил покровительствовать молодым гениям. Я в то время был молодой гений. Прихожу как-то к Евреинову подкармливаться. Голодный как черт, вола бы съел. А, Маяковский, рад вас видеть. Вытирайте ноги и проходите. Вы, наверное, не против хорошего ужина, я по лицу вижу. Гении всегда голодают. Ну ничего, сейчас мы все это устроим. Фазанов любите? Господи, думаю, каких там еще фазанов? Мне бы сейчас любительской колбасы с французской булкой, фунта 1,5, да чаю вон с сахаром в накладку стаканов 6, а тут какие-то фазаны. Но ничего не поделаешь. Театр для себя. Принимаю великосветский вид и небрежно роняю. Фазанов обожаю. Евреинов великолепным жестом нажимает на кнопку электрического звонка, и появляется горняшечка в кружевной наколке. «Поля», — томно говорит Евреинов, запахиваясь в шелковый халат, — «молодой гениальный поэт проголодался. Пойдите на кухню, спросите там, не остались ли от обеда фазаны, и велите подать молодому человеку». «Слушаюсь». «Садитесь, Маяковский. Сейчас вам подадут холодных фазанов». По-моему, это самый изысканный ужин — холодные фазаны. Бисмарк всегда ел на ужин холодных фазанов. И он, подлец,
так вкусно произнес на немецкий манер слово «фазаны», что у меня слюни просто потекли, как вожжи. «А, я вижу, вы большой гурман», — говорит Евреинов, и в это же время появляется горничная. Николай Николаевич, фазанов не осталось. Вот видите, Маяковский, фазанов не осталось, огорченно произнес Евреинов, разводя руками. Придется вам сегодня остаться без ужина. Катаевич. Я чуть не заплакал от огорчения. А он ничего. Завел разговор о Гордоне, Крэге, Метерлинке. Вот это у него и называлось театр для себя. Каким же в сущности был этот человек, задумчиво, но прямо сидевший на диване в потемневшей комнате под ленинградской афишей моего провалившегося авангарда. А он был просто великий художник слова, с нежной, легко ранимой душой, истыканной в дымы и в пальцы. Улица муку молча перла, крик торчком стоял из глотки, топорщились застрявшие поперек горла пухлые такси, костлявые пролетки, грудь из пешеходили, чехотки площади, город дорогу мраком запер. И, наконец, когда вытолкнула давку на площадь, спихнув наступившую на горло паперть, думалось в хорах архангелова хорала: Бог ограбленный идет карать, а улица присела и заорала: идемте жрать. Гримируют городу крупы и крупики, грозящих бровей морщ, а во рту умерших слов разлагаются трупики. Только два живут жирея, сволочь и еще какое-то. Кажется, борщ, только колышется спадающие на плечи мягкие складки лоснящихся щек. Сердце в выступлении рвет и мечет. Назад же, чего еще? Влево смотрю, рот разинул. Повернулся к первому и стало иначе. Для увидевшего вторую образину, первый, воскресший Леонардо да Винчи, нет людей. Понимаете крик тысячедневных мук? Душа не может немая идти, а сказать кому? Брошусь на землю, камня корою в кровь лицо и затру слезами асфальт омывая, истомившимися по ласке губами тысячью поцелуев покрою умную морду трамвая. Зазвонил телефон. Едва я успел снять трубку, как Маяковский стремительно шагнул ко мне и сделал повелительный жест рукой, означавший приказание, прежде чем ответить, закрыть телефонную трубку. Что я и сделал. «Кто звонит?» – спросил Маяковский. «Сейчас узнаем». Дальнейшее происходило так. Я спрашивал, кто звонит, закрывал ладонью трубку, вполголоса сообщал Маяковскому, а он, несколько мгновений подумав, утвердительно или отрицательно, но чаще отрицательно кивал головой. После чего я покорно произносил в трубку: я сегодня вечером занят, или приходите. В этот день как раз звонило очень много разного народа. И Маяковский, как золотоискатель, промывал звонки, оставляя редкие крупицы чистого золота. Любовь только в моем воспаленном мозгу была ты. Глупой комедии остановите ход. Видите, срываю игрушки латы. Я величайший Дон Кихот. Помните, под ношей креста Христос, секунду усталый. Толпа орала: морала, морала, правильно. Каждого, кто об отдыхе взмолится, оплюй в его весеннем дне. Армии подвижников, обреченным добровольцам от человека пощады нет. Довольно. Убьете, похороните, выроюсь. Об камень обточатся зубов ножи еще. Собакой забьюсь под нары казарм. Буду бешеный вгрызаться в ножище, пахнущие потом и базаром. Светает. Все шире разверзается небо рот. Ночь пьется глотком глоток он. От окон зарево, от окон жар течет. От окон густое солнце льется на спящий город. Грядущие люди, кто вы? Вот я, весь боль и ушиб. Вам завещаю я сад фруктовый моей великой души. Вот он стоит опять передо мной. То сидит, то встает, то ходит, то оборачивается. В совсем уже потемневшей комнате с посиневшими окошками. Воплощенная метафора из облака. Прислушивался, ждал, сказал ходовую тогда фразу: Чарли ждет гостей, а гости не пришли. Но как раз в этот миг в прихожей раздался звонок, шум голосов, вспыхнул свет, все изменилось, восклицание, потом опять звонок, опять восклицание. Стали подваливать
приглашенные Маяковским гости. Что было потом? Память моя мало удержала из важнейших подробностей этого вечера, кроме большой руки Маяковского, его нервно движущихся пальцев, которые были все время у меня перед глазами, сбоку, рядом. Они машинально погружались в медвежью шкуру и драли, скубали ее, вырывая пучки бурых сухих волос, в то время как глаза были устремлены на Нору Полонскую. Самое последнее его увлечение. С немного испуганной улыбкой она писала на картонке, выломанной из конфетной коробки, ответы на записки Маяковского, которые он жестом игрока в рулетку время от времени швырял ей через стол. Отрывая клочки бумаг, от чего попало, они продолжали свою стремительную переписку, больше похожую на молчаливую, смертельную дуэль. Он требовал, она не соглашалась. Она требовала, он не соглашался. Вечная любовная дуэль. В 3 часу ночи основные действующие лица и гости-статисты стали расходиться. Маяковский кутал горло шарфом, надевал пальто, искал палку и шляпу, насморочно кашлял. «А вы куда?» — почти с испугом спросил я. «Домой». «Да у вас же жар, вы больны. Останьтесь, я устрою вас на диване». «Я не помещусь. Я отрублю вам ноги, да, и укроете меня энциклопедическим словарем просвещения, а под голову засунете письменный прибор вашего дяди Земца. Нет уж, лучше пойду домой на Гендриков. Кланяйтесь бриком, скажите, чтобы Лилия Юрьевна заварила вам малины. Брики в Лондоне», мрачно пробормотал он, и мне вдруг стало удивительно ясно, как ему одиноко в этой пустой квартире на Гендриковом. «А что же вы будете там один делать? Искать котлеты?» «Мне всегда оставляет котлеты наша рабыня. Пошарю на кухне. Люблю по ночам холодные котлеты». Потом он поцеловал меня громадными губами оратора, плохо приспособленными для поцелуев, и сказал, обращаясь ко мне на «ты», что тогда показалось мне пугающе странным, потому что он никогда не был со мною на «ты». «Не грусти. До свидания, старик». И тут же огромный, неповоротливый, в шляпе, надвинутой на нос, с горлом закутанным шарфом, вышел вслед за Норой Полонской на темную, совсем неосвещенную лестницу. Очень поздним утром меня разбудил повторный телефонный звонок. Первого я не услышал. Только что у себя на Лубянском проезде застрелился Маяковский. Он выстрелил себе прямо в сердце из маленького карманного маузера. И в этот же миг время для него потекло в другую сторону. Любит, не любит. Я руки ломаю и пальцы разбрасываю, разломавши. Так рвут, загадав, и бросают по маю венчики встречных ромашек. Пускай седины обнаруживает стрижка и бритья. Пусть серебро годов вызванивает уймою. Надеюсь, верую, вовеки не придет ко мне позорное благоразумие. Уже второй, должно быть, ты легла. В ночи млечь путь серебряной окою. Я не спешу, и молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить. Как говорят, инцидент исперчен. Любовная лодка разбилась о быт. С тобой мы в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Ты посмотри, какая в мире тишь. Ночь обложила небо звездной данью. В такие вот часы встаешь и говоришь векам, истории и мирозданию. Я знаю цену слов. Я знаю слов набат. Они не те, которым рукоплещут ложи. От слов таких срываются гроба, шагать четверкою своих дубовых ножек. Бывают, выбросят, не напечатав, не издав, но слово мчится, подтянув подпруги. Звенит века, и подползают поезда. Лизать поэзии мозолистые руки. Я знаю цену слов. Глядится пустяком, опавшим лепестком под каблуками танца. Но человек душой, губами, костяком. Я знаю цену слов.
что актер, прежде всего, это мастер художественного слова. Здесь еще идет и пропаганда, пропаганда художественного слова, пропаганда мировой классики, приобщение молодежи к чтению литературы. Мөләйем кыяфәтле егет Иван Иванович Лапкин менән нәфис танаулы яшь кыз Анна Семеновна Замблицкая текә ярдан аҫҡа төштөләр ҙә эскәмйәгә ултырҙылар. Эскәмйә ҡуйы йәш талдар араһында, һыуҙың нәҡ эргәһендә генә тора. Ғәжәп урын. Һеҙ бында ултырҙығыҙмы? Донъянан йәшендегеҙ. Һеҙҙе балыҡтар менән һыу өҫтөнән ут бөрсәһе шикелле йүгереп йөрөгән үрмәкселәр генә күрә ала. Йәштәр ҡармаҡ, сүмесау, һауыт менән селәүсен һәм башҡа кәрәк-яраҡ алғайнылар. Ипләп ултырып, шунда уҡ ҡармаҡ һалырға тотондолар. Ниһайәт, һеҙҙең менән аулаҡта булыуыма мин бик шатмын, тип башланы һүҙҙе Лапкин тирә-яғына ҡаранып. Мин һеҙгә, Анна Семеновна, күп нәмә әйтергә тейешмен. Бик күп. Мин һеҙҙе тәү тапҡыр күргәс, һеҙгә ҡаба. Шунда мин үҙемдең ни өсөн йәшәгәнемде аңланым. Үҙемдең намыҫлы хеҙмәт менән үткән ғүмеремде бағышларға тейешле йән һөйгәнемдең кем икәнен аңланым. Ҙур балыҡ ҡаба булһа кәрәк. Мин һеҙҙе күргәс тә беренсе тапҡыр ғашиҡ булдым. Бөтә йөрәгем менән һөйҙөм. Тартмай торғоҙ, һәйбәтерәк ҡапһын. Әйтегеҙсе, ҡәҙерлем, үтенеп һорайым. Мин һеҙгә, юҡ, һеҙҙең мөхәббәткә түгел, мин быға лайыҡ түгел. Мин хатта бының тураһында уйлай ҙа алмайым. Мин һеҙгә иҫәп тота, тартығыҙ! Анна Семеновна ҡармаҡты өҫкә күтәрҙе лә ҡысҡырып ебәрҙе. Һауала аҡһыл йәшкел балыҡ ялтырап китте. Эй Алла, Алабуға! Ай-ай, тиҙерәк, тиҙерәк! Ысҡынды. Алабуға ҡармаҡтан ысҡынды, үлән араһынан үҙ донъяһына табан ырғый башланы һәм шыл һыуға. Лапкин, балыҡты тотам тип, яңылыш ҡына Анна Семеновнаның ҡулын эләктереп алды. Яңылыш ҡына уны ирененә ҡыҫты. Ҡыҙ ҡулын үҙенә тартты. Ләкин һуң ине инде. Ирендәр бер-береһен һурып үбә башланы. Был нисектер көтмәгәнсә килеп сыҡты. Үбешеү артынан үбешеү, унан анттар, вәғәҙәләр теҙелеп китте. Бәхетле минуттар. Хәйер, был донъяла саф бәхет юҡ. Бәхет ғәҙәттә ағыуы менән бергә йөрөй, йәйһә ситтән берәй нәмә тарафынан ағыуланы. Әле лә шулай булды. Егет менән ҡыҙ үбешеп торғанда, ҡапыл кемдер көлөп ебәрҙе. Йәштәр йылғаға күҙ һалды һәм ҡойолоп төштө. Һыуҙа бил тиңенән шәрә малай баҫып тора ине. Был Коля, гимназист, Анна Семеновнаның ҡустыһы. Ул йәштәргә ҡарап һыуҙа тора, ауыҙ йыра. Хә! Үбешәһегеҙме? Тине ул. Ярай, әсәйемә әйтәм. Минеңсә, һеҙ намыҫлы кеше булараҡ, тип мығырланы Лапкин ҡыҙарып. Йәшенеп ҡарап тороу, әшәке. Ошаҡлашыу, оят, ерәнес, ҡәбәхәтлек. Минеңсә, һеҙ намыҫлы, тәртипле кеше булараҡ, бер һум бирегеҙ әйтмәйем, тине намыҫлы кеше. Юҡ, әйтәм. Лапкин кеҫәһенән бер һум алды һәм уны Коляға бирҙе. Тегеһе аҡсаны еүеш йоҙроғона йомдо ла һыҙғырып йөҙөп тә китте. Егет менән ҡыҙ был юлы бүтәнсә үбешеп торманы. Икенсе көндө Лапкин Коляға ҡаланан буяуҙар менән туп алып ҡайтып бирҙе. Апаһы уға үҙенең дарыу һауыттарын бирҙе. Унан этмәренә төшкән запонкалар бүләк итергә тура килде. Яуыз малайға күрәһең, был бик оҡшай ине. Һәм ул тағы ла мулыраҡ эләктерер өсөн йәнә күҙәтә башланы. Лапкин менән Анна Семеновна ҡайҙа барһа, ул шунда. Ул йәштәргә бер генә минут аулаҡта ҡалырға ирек бирмәне. Ҡәбәхәт! Тип тештәрен шығырлатты Лапкин. Үҙе бармаҡ буйындай ғына, ә үҙе ҡәбәхәтлек эшләй. Алдағы көндө унан кем сығыр? Бөтә июнь айы буйына Коля меҫкен ғашиҡтарға көн күрһәтмәне. Ошаҡлашырға вәғәҙә итте. Күҙәтте, бүләк һораны. Уға һаман да етмәй ине.
Nihayet, Kola kese saati turasında көз кулгата башланды. Һеҙҙең сәнисек, уға сағат вағыҙа итергә тура килде. Бер көндө ашап утырғанда вафли килтергәс, бер күҙен ҡыҫтыла Лапкиндан. Әйтәйемме, тип һораны. Лапкин ҡып-ҡыҙыл булып китте. Һәм вафли урынына салфетка сәйнәй башланы. Анна Семеновна урынынан ырғып бүлмәһенә йүгерҙе. Август аҙағына ҡәҙәр ниһайәт Лапкин Анна Семеновнаның ҡулын һорағанға тиклем йәштәр шул хәлдә булды. Ул ниндәй бәхетле көн ине. Кәләштең ата-әсәһе менән һөйләшеп ризалыҡ алғас та, Лапкин еңелгәре баҡсаға йүгереп сыҡты һәм Коляны эҙләргә тотондо. Уны тапҡас, шатлығынан саҡыйлап ебәрмәне. Ул яуыз малайҙың ҡолағынан эләктереп алды. Анна Семеновна ла Коляны эҙләй ине. Ул да килеп етте. Һәм малайҙың икенсе ҡолағынан эләктереп алды. Коля илай-илай, туған ҡайҙарым, апа ҡайҙарым, күгәрсен ҡайҙарым, ай-ай, башҡа уға итмәм, тип ялварғанда, ғашиҡтарҙың йөҙҙәрен күрһәгеҙ ине һеҙ. Уларҙа иҫ киткес ләззәт билдәләре сыҡҡайны. Аҙаҡтан улар икеһе лә бер-береһенә асығын әйттеләр. Ғишыҡ тотоп йөрөгәндә, был яуыз малайҙың ҡолағын борғандағы шикелле бәхетте, шунда йөрәк елкендергес рәхәтте. Уларҙың бер тапҡырҙа татығандары юҡ инде.